Килограмм 450-500 чейн барат. Если я соберу килограмм, то за него мне дадут около 400-500 сомов. Вот здесь, например, где-то 3 килограмма. Кенжебек Кариев один воспитывает своих детей. Мужчине приходится работать с утра до ночи, чтобы прокормить свою семью. С приходом весны наш герой отправляется на стройку. По словам Кариева, работа хоть и сложная, но зато платят за нее хорошо. Но в этом году из-за пандемии многие строительные работы отложили. Мужчина стал искать другой вид деятельности. И теперь он работает на старом полигоне, собирает алюминий и предметы из других металлов. Для этого нужно перекапывать землю, и делает он это вручную. Все, что найдет, сразу на продажу, получит деньги и прямиком в магазин. Нужно запастись продуктами первой необходимости. Только в последнее время из-за роста цен купить на заработанное он может все меньше. Я очень стараюсь заработать в день хотя бы 1000 сомов. Деньги нужны, чтобы одеть моих детей. Каждый день я покупаю продукты питания, на дорогу уходят деньги. Раньше за 1000 сом я мог купить много чего. Сейчас только самое необходимое, что подешевле, за 500 сом тем более. Мне давно пора заменить обувь, но увидев цены, понимаю, что позволить себе это не могу. На рынке можно встретить десятки возмущенных людей. Кто-то ругается с продавцом из-за высокой цены на растительное масло, на сахар. И торговцы не могут объяснить клиентам, что это не их вина. Цены подняли их поставщики. Это говорят и чиновники. Они уверяют, продукты первой необходимости сильно подорожали в России, Казахстане и Таджикистане. Речь идет о товарах, которые мы импортируем. Например, внутренняя потребность страны в сахаре составляет 125-130 тысяч тонн в год, из которых только 56% могут обеспечить отечественные фермеры. То же самое и с растительным маслом и мукой. Чтобы снизить цены на рынке на последнюю, Госматрезерв даже выдал 15 тысяч тонн зерна на помол муки. Чиновники говорят, что на рынке сахар стоит 54 сома, но здесь таких цен нет. Уже 2 недели мы продаем по 62 сома. Дорожает практически все, но это все из-за пандемии. Многие сидели дома, не работали. Вот и результат. Пенсионерам еще тяжелее. Ничего купить не можем. По словам чиновников, единственный способ обуздать цены на продукты – это увеличить площади пахотных земель. В этом году посевы сахарной свеклы, подсолнечника и софлора по сравнению с прошлым годом были увеличены на 4-5 тысяч гектаров. Продажа была согласована с заводами. Минсельхоз также опасается, что в скором времени могут возникнуть проблемы с мукой, и этот продукт страна завозит. В связи с чем было принято решение предоставить мукомольным предприятиям льготные кредиты под 8% годовых сроком на 10 месяцев. Мы на сегодня ведем переговоры по поставке семян сельскохозяйственных культур высокорепродуктивных и высокоурожайных сортов из России в Кыргызстан, также из Казахстана и из Узбекистана в Кыргызстан для того, чтобы произвести сортообновление и сортосмену. Это обязательно положительно скажется на валовом производстве данных культур, что обеспечит продовольственную безопасность у нас на рынке Кыргызстана. По словам министра, власти стараются сделать все, чтобы не допустить в стране дефицита продуктов первой необходимости и снизить цены на них. На днях подписано постановление, согласно которому запрещается экспорт сахара и растительного масла из страны. Чиновники заявили, это вынужденная мера. Кубат Хуанчбекулов, Турган Ниязов, НТС.